В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Уникальные технологии для Якутска. Новый многоквартирный дом ввели по улице Жарницкого. Не выходя из здания, можно оказаться на детской площадке. Новая пожарная техника для подразделений в районах Якутии. Ключи от машин передали на торжественной церемонии. И баталии на мини-футбольной площадке. Якутская «Заря» провела зрелищный матч с дублем «Газпром-Югры». Пассажирам, отмененных из-за закрытия аэропортов рейсов, предлагают вынужденный возврат денежных средств за билеты. В связи с временными ограничениями на юге России отменили рейсы авиакомпании «Якутия» по маршруту Москва-Симферополь на 26 февраля и 1 марта, а также компания «Алроса» по маршрутам Мирный-Краснодар на 25 февраля и Красноярск-Краснодар 26 февраля. Пассажирам предлагают вынужденный возврат средств за авиабилеты на указанные рейсы в полном объеме. Отмечается, что пассажиры трансферных рейсов по маршруту Симферополь-Москва-Якутск смогут совершить полет на участке Москва-Якутск и обратно согласно расписанию. Строительство моста через Лену идет по графику. Об этом на итоговом отчете правительства рассказал первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников. Так, по его словам, после получения в прошлом году положительного заключения госэкспертизы приступили к выполнению целого комплекса работ, связанных с подготовкой технологических площадок. Отсыпана территория на общей площади порядка 40 тысяч квадратных метров, подключено электричество, уложены почти 300 плит, вынесены электросети. Устанавливают новые опоры на левом берегу реки, в марте перейдут на правый берег. Кроме того, в апреле планируется перенос газовых сетей. Важный элемент работы, который нам позволит в том числе и получить федеральное финансирование, приступить, как и поставлена была задача главой республики Александром Сергеевичем Николаевым, к основному этапу работ по строительству моста. Все работы идут согласно графика. Ключи от новых квартир торжественно вручили новоселам дома Пожарницкого, 10 в Якутске. Строительство началось в прошлом году. Застройщик – Республиканское ипотечное агентство. Дом возвели по новым, уникальным для Якутска технологиям. Он совмещает в себе детскую площадку и общественное пространство на втором этаже здания. То есть для того, чтобы выйти на детскую площадку, детям не обязательно покидать дом, а взрослые могут спокойно посидеть на улице, тоже не выходя из здания. Дом двухподъездный, на 121 квартиру. Во время вручения ключей первый зампред правительства региона Кирилл Бычков пожелал новоселам, чтобы в их доме было тепло и уютно. Это первый дом, во-первых, построенный республиканским ипотечным агентством как застройщиком. Это очень примечательно. Это та его функция, которая на самом деле должна быть реализована в полной мере. Сейчас, конечно, у них более амбициозные проекты, есть и воинская часть, где более 250 000 квадратных метров будет построены с потенциалом до 500 000 квадратных метров в этом районе. Ну и крупные проекты в других городах, Ленске, Неринге и так далее, так далее. Поэтому здесь, я думаю, вот такой пилотный проект, как говорится, с таким вкусом сделанный, первый, скажем, такой полноценный от и до построенный жилищный проект нашего акционерного общества «РИА». В Якутию прибыли 20 технических средств для пожарных и аварийно-спасательных работ, 10 автоцистерн на базе КАМАЗа и 10 машин. Техника в эти дни отправится в отдаленные районы республики, рассказывает Евгений Тайтонов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республике количество пожаров уменьшилось на 14%, но при этом наблюдается увеличение количества жертв. Поэтому быстрое реагирование на возгорание и спасение жизни – приоритет государственной противопожарной службы республики. Реагирование, этот вызов и выезд составляет 1 минута. И до места километр 2 минуты. Пожарной охране очень нужна вот такая именно техника, современная, с высокой проходимостью, с большой кубатурой огнетушащих веществ.
По поручению главы республики Айсена Николаева в рамках государственной программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в общей сложности было приобретено 45 единиц техники на 565 миллионов рублей. На сегодняшний день на балансе Государственной противопожарной службы республики на местах числится 330 единиц техники. Из них 30% подлежат списанию. Произведен закуп 31 единицы новой современной пожарной техники основного и специального назначения. Первый этап – это буквально 2 дня назад нам в Якутск прибыло 10 единиц пожарной техники, которые будут распределены по подразделениям противопожарной службы. Уверен, что данная техника будет использована по назначению и намного повысить оперативность наших служб. Ключи от новой техники на торжественной церемонии представителям районных и городских подразделений Государственной противопожарной службы и службы спасения вручил первый вице-премьер Дмитрий Садовников. Видим, мы получили первую партию. Эти машины поедут в дальние улусы нашей республики. И очень надеемся, что эта техника послужит дольше. И хотелось бы, чтобы они выезжали только на учения. Наша республика очень большая. И, конечно, при прибытии техники специализированной, той же противопожарной службы спасения в срок, оно, конечно, стоит и жизни, и спасения имущества. Служба спасения республики за 20-летнюю историю впервые получила новую технику в таком большом количестве. Руководитель ведомства уверен, что техническая модернизация способствует улучшению качества работы и сократит время реагирования в чрезвычайных ситуациях. Мы впервые за историю службы спасения, благодаря поддержке и помощи главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева и правительства Республики Саха-Якутия получили 14 единиц специальной техники для проведения аварийно-спасательных работ. Данная техника будет распределена по нашим филиалам. В Верхневилюйском, Колымском улусе, в городе Ленске направляем, в городе Нерюнгере отправляем данную технику. 10 пожарных автоцистерн на базе КАМАЗа и 10 аварийно-спасательных машин в ближайшие дни отправятся в районы Якутии. Оставшиеся 25 единиц техники поставить в Якутию в ближайшие месяцы. Евгений Тайтонов, Семен Семенов, Якутск. Перейдем к эпидобстановке. Еще 998 человек заразились в Якутии коронавирусом за минувшие сутки, сообщает Оперштаб. Из них в Якутске 290. В Мегино-Кангаласском районе 99 заболевших, в Алданском 69, в Нерюнгринском 63, в Хангаласском 48, в Вилюйском и Намском улусах по 43 заражения. Еще в 22 районах заболели от 1 до 37 человек. Между тем, каждый якутянин получит доступ к медицинским услугам через региональную информационную систему к 2024 году. Своя электронная медкарта появится у каждого жителя Якутии в личном кабинете «Мое здоровье» на едином портале госуслуг. В личном кабинете будет доступ ко всем услугам и медпомощи. Запись на прием к врачу, вызов врача на дом, диспансеризация, сведения об оказанных медуслугах и их стоимости, а также к электронным документам. Накануне правительство Якутии утвердило положение о региональной медицинской информационной системе здравоохранения. К другим темам по нацпроекту «Культура» волонтеры могут получить гранты на проекты в сфере культурного наследия. Объявлен конкурс на предоставление грантов добровольческим некоммерческим организациям по федеральному проекту «Творческие люди». Как рассказал первый замминистра культуры Якутии Владислав Левочкин, заявки на получение гранта принимают до 17 марта. По его словам, одним из самых значимых событий с участием волонтеров в рамках Года культурного наследия народов России в Якутии станет межрегиональный фестиваль «Умолон-фест». Планируется, что он состоится в теплое время года на территории музеев под открытым небом. В Москве дали старт акции «Я люблю тебя, мама», приуроченной к Году матери в Якутии. Организаторами выступили издательский дом «Илтумен» и Почта России. Открытки могут отправить своим матерям студенты из разных регионов страны и военнослужащие якутяне. Как выглядит открытка, где и как ее получить, расскажет Айсана Бурнашова.
Если мама получит письмо через Почту России, это будет радость и счастье вдвойне. Я в этом просто уверена. И она навсегда, я уверена, эту открытку сохранит. Малыш – теплые объятия мамы, а рядом главные слова. Эта открытка станет еще одним поводом для улыбки и радости самого близкого и родного человека. Признаться в любви маме, особенно если вас разделяют тысячи километров, очень важно. Акцию уже поддержали студенты центральных вузов страны. Я думаю, что для всех студентов, которые обучаются в Москве и вообще обучаются вдали от родины, это уникальная возможность сказать такие простые, но такие важные слова своей матери. Для меня моя мама, моя семья — это связь с родиной. И так же, как я скучаю по дому, так же я скучаю по своей маме. Яркий дизайн открытки передает всю любовь матери и ребенка. На оборотной стороне графы отправителя и получателя, места для марок и записей. Акция проводится впервые. Специально для этого флешмоба организаторы уже выпустили 2500 дизайнерских открыток. В течение года планируется также выпуск дополнительных 2500 экземпляров. Открытки уже сегодня можно отправить из разных городов России самому близкому человеку – маме. Представительства Якутии в Москве, Петербурге и Владивостоке уже ждут своих отправителей. На днях открытки поступят в Хабаровск, Новосибирск и Екатеринбург. Идет работа с военкоматами Дальневосточного федерального округа. Юбилейные экземпляры также можно распечатать самостоятельно. Они находятся в открытом доступе на сайте sahaparlament.ru. Акция пройдет в течение всего года, поэтому те, кто не успеет присоединиться к 8 марта, поздравить мам, может поздравить в течение года и с нашим юбилейным традиционным праздником ИСЭХ, и ко Дню матери в ноябре месяце. В декабре мы подведем итоги и узнаем, сколько же человек поддержал и участвовал в этой акции. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Молодежный фестиваль «Мусустар» пройдет в Якутске 25-26 марта. Программу и информацию о треках мероприятия, основных хедлайнерах озвучат в последний день февраля. Напомню, впервые фестиваль «Мусустар» провели весной прошлого года. Его основной площадкой стал «Триумф». Концепция фестиваля связана со сменой зимнего сезона на весенний. Символом мероприятия в прошлом году стал подснежник, а его тематикой – пробуждение молодых талантов Якутии. Тогда хедлайнерами стали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, певец и рэпер Ливан Горозия, актеры Михаил Галустян, Михаил Башкатов и шоумен Антон Камолов. В завершение о спорте. Якутская «Заря» одержала победу над дублем «Газпром» Югры в матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча прошла в Троицке и завершилась со счетом 9-5. В составе якутян покер оформил Сергей Сергеев, дублем отметился Никита Рычков. По одному мячу забили Максим Юсупов, Илья Чекир и Роман Анозов. «Заря» благодаря этой победе поднялась на 5-ю строку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 32 очка. В следующем туре якутские футболисты сыграют с сургутским «Факелом». Матч пройдет 5 марта. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.